вечер, дорогие друзья. Ко мне в гости приходят люди разных национальностей, разных взглядов и мировоззрений. Но всех их объединяет одно, чтобы люди на земле жили в мире и справедливости. Вот такой человек сегодня у меня в гостях. Это Майырбек Вачагаев, чеченский историк. Майырбек, я хочу в первую очередь поблагодарить вас за то, что вы согласились прийти ко мне, несмотря на свою занятость. Большое вам спасибо за это. И в первую очередь я хотел бы узнать, вы историк, какой период истории вас больше всего интересует и увлекает? Здравствуйте и спасибо за то, что пригласили, потому что мне тоже это интересно, тем более канал границы большие и, соответственно, общение со всеми Кавказом, это, конечно, всегда интересно. Что касается вопроса, конечно, я специализируюсь по истории 18-19 века. Это период, когда Российская империя начала продвигаться на юг. И меня интересовало, каким образом, почему такие маленькие народы, горцы, умели сопротивляться на протяжении десятков лет. То есть речь шла об активной фазе, потому что начало это было еще раньше. Но сама активная военная фаза, она длилась десятки лет. Это вы после окончания вуза, живя в Чечне, занялись непосредственно этим вопросом? Да, потому что в самом вузе нам запрещали. В советское время ни один чеченец не должен был заниматься периодом колонизации. Этот вопрос для чеченцев был закрытая тема. Нам официально запрещало заниматься освободительным движением, национально-освободительным движением. Мы должны заниматься археологией, нам разрешали заниматься Индией, Латинской Америкой, то есть мы очень хорошо занимались Мексикой и так далее. Но своей истории нам было запрещено. У нас не было своего учебника по истории Чечен и Ингушетии. Мы единственный был народ в Советском Союзе, который не имел своей писанной истории, потому что наша история настолько часто переписывалась, настолько часто ее корректировали в Москве, что в итоге никогда так и не смогли выдать учебник истории. То есть у нас в самом вузе, на историческом факультете, в Чечено-Ингушском государственном университете у нас не было учебника. То есть даже вот в советский период не было учебника истории? Нет, это не то, что советский период, это 80-е годы. Нет, я имею в виду, вот были истории там Украины, там... Все были, Украины были, Грузии были, Кабардино-Балкарии, история Северной Осетии. То есть любой народ вы возьмете, Удмуртии, Чуваши, у всех были учебники, за исключением чеченского народа, чеченского и ингушского народа. То есть это была особенность, которая в России, в Москве считали, что мы не должны знать, что происходило, потому что они боялись, что это станет примером для подражания. Так, минуточку, вы когда начали работать, архивы, наверное, для вас закрыли? Все было закрыто. Даже мою тему, которую я попросил разрешить, Чечня в Кавказской войне, это был 89-й год, обсуждалась на на заседании областного комитета партии Чечен-Ингушетии. То есть обком партии решал, давать эту тему Вачагаеву или нет. А у вас уже была какая-нибудь степень? Я был научным сотрудником, младшим научным сотрудником научно-исследовательского института истории, этнографии, литературы, экономики Чечено-Ингушской ССР. И даже сотруднику такого института и то был закрыт архив? Абсолютно. Наверное, уже не говоря тому, кто просто хочет поделиться. Нет, просто кто хотел, это мог заниматься какими-то подпольщиной и все прочее, но официально заниматься это было не разрешено, запрещено. Собрались они. Да. Дали разрешение? Дали, потому что я до этого успел несколько раз организовать протесты, которые были не очень им, так сказать, понравились. Например, я был организатором расформирования комсомольской организации в нашем институте. Первая комсомольская организация на территории Чечен-Ингушетии была расформирована мной в этом институте в знак протеста, что идет перестройка, что это не актуально, и 3-10. И они меня попросили, если я откажусь от этой идеи, они согласны, что меня отправят в Москву. Это 89-й год, 89-й год. То есть получилось так. Или это, или решаешься допуска? Этой темой я в любом случае уже заняться не мог бы.
Но так как вот этот протест и 3.10, они видели, что за мной стояла маленькая группа, Да. которую мы сформировали. Это Тимур Музаев, который сегодня работает в Москве, тоже историк, очень хороший историк. Еще несколько человек, один из них погиб в 2002 году, Саид Бадаев. То есть у нас была маленькая группа, которую мы организовались. Единомышленники. Да, и еще была проблема, что у нас, когда они говорили, мы тебя отправим в Москву, я не поверил, потому что у нас была квота. Только 3 человека могли поехать в аспирантуру. Это обязательно должен быть русский, он был вне квоты, так сказать, это одно место было за ним. Второе место должно было быть за чеченцем или ингушом, а третье место давалось русскоязычным, то есть это мог быть армянин, дагестанец, кто угодно. Проживающий там. Да. То есть в этом году мне сказали, что должен быть ингуш, а не чеченец, так что мне ловить нечего. Но в связи с тем, что назревал новый бунт, они, в общем-то, решили, что лучше меня отправить подальше и разрешили. А вас обрадовало это известие? Да, потому что я все-таки был первым, которому разрешили заниматься этой темой официально. То есть для меня это, конечно, было приятно. Но это вам сказали, что разрешили. Вы приехали в Москву. Да, я приехал в Москву, первое удивление в Академии наук. А вы еще говорите на русском языке? Странно. Мы считали, что все чеченцы не говорят, потому что до меня защищался... Нет, до меня был доктор исторических наук Барчишвили, который приехал из Грузии, который, соответственно, говорил на грузинском прекрасно, говорил на английском, но не говорил на русском. И они решили, что все чеченцы должны быть именно так, да, должны не говорить на русском. То есть первое удивление моей руководительницы, прекрасной женщины, Исмаилзаде, Диляра Ибрагимовна, это был шок. Она говорит, я просто в шоке, я в восторге, что вы говорите на русском языке. То есть первая проблема для них, что будет языковой барьер, уже не было. А вы закончили вообще какую школу? Я закончил... Национальную или... У нас не было национальных классов. То есть все школы были русские? В городах, в районных центрах чеченский язык не изучался. Я учился в городе Аргун, это 14 километров от Грозного, в котором не было преподавания чеченского языка вообще. То есть он даже не преподавался как факультативно, хотя в некоторых районах, например, он преподавался факультативно, то есть его изучали как английский язык. Ну, аспирантура, за ней следует защита, правильно? Да. Но А тема вашей диссертации? тема диссертации «Чечня в Кавказской войне». Не изменили, так? Нет, это я уже настаивал, потому что они предлагали сделать ее более академической, но я отказывался, потому что для меня было важно указать именно, что я хочу прояснить в этой ситуации, потому что я хотел показать роль и место и значение Чечни в общекавказском движении сопротивления того периода. Но неудачно я закончил в 1994 году, потому что этот год, как вы знаете, был конфликтный для Чечни и России. И директор института был Новосельцев, крупнейший кавказовед, большой специалист по Кавказу, по Северному Кавказу, в том числе и по периоду, которым я изучал. Он категорически отказался. Он сказал, что вы никогда не защититесь в нашем институте. Я не позволю с такой темой выйти на защиту. Это 94-й? Это 94-й год. И вы вынуждены были вернуться домой? Я уехал, раз нет защиты, то мне не было смысла оставаться в Москве, я вернулся в Чечню. То есть события первое... Осенью началась война. Застало вас? Шаг за шагом население покидало. Мою семью я отправил... Вы меня так заинтересовали, что, извините, я забыл и про чай даже. Свою семью я отправил, мать, братьев, сестер отправил в Дагестан, сам остался в селе. И совершенно случайно на меня вышли люди, которые передавали как по цыганской почте, что тебя ищут в Москве, сменился директор, и новый директор разрешил защищаться. Это было в мае 1995 года. То есть я поехал в Москву в мае, приехал сразу на защиту. И директор института был уже Сахаров, который по сегодняшний день является директором института, который, в общем-то, переломил эту ситуацию, сказал, если бы эта диссертация была защищена в 1994 году, я думаю, что могло бы войны не быть в Чечне. Очень жаль, то есть это был намек своему предыдущему коллеге, который сидел тоже в зале, Новосельцеву. Он сделал ему упрек, что диссертация не была защищена еще годом раньше. И они предложили его даже за счет института публиковать, что это было очень редкое явление, но очень так для меня это было, так сказать, весомо. Но в связи с тем, что дома было в этот момент уже
Российские войска захватили Ведено, вся территория практически была российскими войсками, и я решил все-таки вернуться. То есть я оставил, я не стал ни публиковать, ни ничего делать, я все это оставил, вернулся домой, в Чечню. Вы сейчас вот сказали, что если бы защитились раньше, то, возможно, и не было бы событий 95-го года. Правильно я вас понял? Ну, это директор, это слова Ну, директора, которые, да, да, но- это, я не думаю, А как что... вы восприняли вообще эти слова? Для меня это было, конечно, приятно. Человек, который все 4 или 5 лет, я, например, всю неделю занимался тем, что жил практически в архивах. Я расписал, что 3 дня я нахожусь в архиве, 3 дня я нахожусь в библиотеке, и, наконец, в воскресенье у нас работает историческая библиотека, и 1 день посвящал ей. То есть все эти 7 дней я посвящал тем, чтобы найти то, что раньше не разрешали публиковать. И на основе этого и директор, и мои оппоненты, которые выступали в этом зале, дали положительные рецензии. Это был Институт этнографии Российской академии наук. Конечно же, они все заявляли о том, что эти события идентичны тому, что происходит сегодня в Чечне. То есть от того, что вторгается армия на территорию, эта территория не завоевывается. Она оккупирована, но не завоевана. В том числе в диссертации я привел слова бывшего военного министра, очень видного, известного политического и военного деятеля Милютина, Дмитрия Милютина, который заявил в свое время, что в Чечне только то место наше, имея в виду российскую армию, там, где стоит российский солдат. Но стоит ему только сдвинуться ровно на 1 метр, этот метр перестает быть российским. То есть такого рода факты, такого рода тысячи документов, которые я привел, у меня только одна библиография была, порядка 1200 книг, которые были использованы, несколько тысяч исторических документов, которые публиковались впервые. И тогда, то есть на основе этого они решили, что это нужно было дать политикам, почитать раньше, чтобы они посмотрели, почитали Толстого, перечитали и посмотрели, почему Толстой, будучи в Чечне, будучи офицером российской армии, говорил, что это невозможно завоевать. То есть очень много было того, что для них было впервые. Ну, я знаете, что у меня сейчас пришло на ум? Все-таки, вот замечательно сказал, кстати, профессор ваш, но получилось так, что Россия дважды наступила на те же грабли. Да, к на те же сожалению. грабли. И вот, знаете, вот вы пользовались, перечислили большое количество архивов московских, а другими вы не пользовались? Конечно. На Кавказе, может быть, даже здесь, где-нибудь в Тбилиси, в Грузии? Конечно. Нет, если бы я пользовался только московскими, это было бы очень ограничено. Я работал в Санкт-Петербурге, я работал даже в таких провинциальных архивах, как в Владимирской, Новгородской. Но здесь, на Кавказе, я работал в Дагестанской, потому что это была очень ценная часть коллекции по периоду имама Шамиля. К сожалению, в этот период было трудно пользоваться уже в Владикавказе, потому что после ингушских событий в пригородном районе мне доступ был закрыт. То есть поездка, мне сказали, нежелательная, поэтому я не воспользовался. Я приехал в Тбилиси, это был 1991 год. Период, когда никто ничего не понимал, что происходит ни в Москве, ни здесь. И в итоге и в музее, Национальном музее, на который я очень надеялся, потому что я знал, что там хранятся очень много реликвий по Чечне периода завоевания, в том числе флаги, медали, оружие очень известных личностей, чеченских личностей. К сожалению, мне не дали доступ. Мне сказали, что пока они не понимают, что происходит, все закрыто, никто не хочет... Обезопасились. Да, за исключением Института истории, этнографии имени Джавашвили, который не то что разрешил, директор лично меня знакомил со всем архивом, который у них был. То есть для меня это произвело большое впечатление. Академик вводит какого-то аспиранта из Москвы, рассказывает, показывает. То есть это было приятно. Вы знаете, я вот сейчас подумал, вы в период подготовки своей диссертации накопили огромный багаж знаний по Кавказу, наверное, не только по Чечне, а вообще по Кавказу. И весь материал поместили только в одну диссертацию? Или из этого материала, может, и книги получились? Нет, диссертация это только было начало, потом все это вылилось в книгу, которую опубликовал я в Киеве.
так и называлась по названию Чечня в Кавказской войне. К сожалению, ее не пустили в Россию. А она была на каком языке? На русском языке. Да? Да, на русском языке. То есть ее распространили в Европе. Это уже после защиты диссертации? Это сейчас в 2003 году я в только 2003 издал, потому что году, да? между войнами я все-таки был, так сказать, работал с Масхадовым. И в этот момент я больше был занят не столько научной работой, сколько околополитических, так сказать, действий, которые происходили. То есть временно... Я был временно выведен, но хотя тоже занимался, потому что в этот момент, будучи пресс-секретарем, я занимался новой темой, я хотел и потом подготовил в дальнейшем большую книгу по шейхам и могилам, неизвестным могилам, которые захоронены в Чечне, религиозных деятелей, которые занимались с 16 века по 20 век. То есть отчасти я пытался сохранить себя в науке, но все-таки это трудно. Давайте немножко поближе. Вы сейчас упомянули, что отошли от науки, потому что долг потребовал гражданина, я так понимаю. И вспомнили Москву. Какой период вы работали там? В Москве? Да. Нет, в Москве я был уже позднее, в 1999 году. Аслан Масхадов назначил меня генеральным представителем Чеченской Республики в Российской Федерации. Это была должность официальная, то есть она была узаконена Россией. Россия предоставила нам буквально перед Министерством иностранных дел России помещение, громадное помещение, которым оплачивались телефоны и само помещение, то есть предоставили служебный кабинет, служебные квартиры нам. То есть все это было официально, это не было подпольщина, это не было какой-то инициатива, скажем, от Масхадова или от Чеченской Республики. Нет, это было соглашение, потому что в 1997 году, 12 мая, президент Масхадов и президент России Ельцин впервые за всю историю взаимоотношений Чечни и России подписали исторический документ о прекращении военных действий между двумя государствами и установлении добрососедских отношений на основе международного договора. Не каких-то подвассальных, не каких-то автономных республик в составе России, а исключительно на основе международного договора двух субъектов международного права. То есть Ельцин тем самым подчеркнул, что он признает лице Масхадова главу республики, которая является совершенно независимой от Российской Федерации. На основе этого договора были подписаны соглашения работы представительства. То есть у нас официально был представитель России в Чечне, у нас был официальный представитель, соответственно, Чечни в России. Ну, я так понял, извините, это ранг посла, да? Абсолютно, это было именно дипломатическое. А какие у вас были там вообще права, обязанности? Обязанности, как и у всякого посла, заниматься, рассказывать, объяснять, встречаться с политиками, рассказывать ситуацию, которая происходила на Кавказе, о том, что все-таки Масхадов в этот период был в очень сложной ситуацией. Наши отдельные лица из числа радикалистов, исламских радикалистов, которые выступили против Масхадова, и они действовали самостоятельно, независимо, то есть они действовали противовес интересам Масхадова и Чеченской Республики. Соответственно, это нас заставляло объяснять, что это не есть инициатива чеченского народа, это не есть решение президента Масхадова. То есть нужно было разделить, сделать грань, провести грань между Масхадовым и теми, которые действуют против интересов Чеченской Республики. Господи, вы знаете, вот сейчас я что представил? Вы провели большое количество, даже не месяцев, может быть, лет в архивах, в этой пыли, поисках документов. Ну, научный, как скажем, червь. И вдруг такая должность ответственная. Когда вам предложили, вы не побоялись принять ее? Нет, до этого все-таки я после Первой войны и во время войны в 1996 году, когда Масхадов попросил помочь ему организации идеологической работы, я согласился быть как бы начальником отдела информации при Генеральном штабе. Нарбек, вы извините меня, вот уже несколько раз мы упоминаем имя Масхадова, и у меня сложилось впечатление, что вы с ним были в каких-то близких отношениях, да? Близких в Ну, том смысле, что товарищеских, да, потому что, как я сказал, с 1996 года мы были довольно-таки в тесном контакте все время, потому что, как я сказал, был начальником этого отдела штаба. После войны я занимался организацией выборов президента.
которые прошли 27 января в присутствии международных, всех, можно сказать, крупнейших международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европарламента и так далее. То есть в присутствии всех, более того, эти выборы проводились не чеченцами, мы специально делегировали для этого ОБСЕ, который занимался этими выборами. То есть, чтобы не было впоследствии никаких камней, незаконные выборы. Выборы были проведены на основе на основе международного права в международной организации ОБСЕ, в присутствии международных наблюдателей, которые сказали, что более честных выборов быть не может. Было настолько все открыто, настолько все было доступно. Единственная проблема, что люди стояли в очередях и не могли проголосовать все. Потому что сначала мы продлили на 1 час, потом продлили на еще 1 час. Но даже в 10 часов вечера люди стояли в очереди, и ОБСЕ сказала, что так быть не может. Мы не можем каждый раз продлевать по часам, закрыть и все. К сожалению, мы не были готовы к такому массовому желанию. Не ожидали даже сами. Абсолютно. После войны считалось, что люди устали. Да. И, соответственно, впоследствии я был назначен пресс-секретарем Масхадова, которым проработал в этом качестве до своего назначения генеральным представителем. А вот, знаете, все-таки должность высокая, работа очень интересная, все-таки свой народ защищаешь. А почему вы уехали из Москвы? Как сложились вот эти обстоятельства? Вы вынуждены были покинуть или сами В оставили? 1999 году? Нет, ну вот пост представителя. Когда я был генеральным представителем, началась война на Кавказе. Сначала в Дагестан, в Ботлихский район вторглись отряды под командованием Магомеда Кибедова. Впоследствии к нему подсоединился и Шамиль Басаев. В дальнейшем эта война переросла в Чечню. С этого момента я занимался тем, что еженедельно организовывал 2 авиарейса в Ингушетию, на которых отправлял порядка от 70 до 120 журналистов мировых агентств, которых тайно завозили мои помощники. Мы организовали обход российских послов, чтобы они сами видели, что происходит, чтобы видели и фиксировали все преступления, которые совершаются в этот момент. То есть эта деятельность, которая продолжалась на протяжении месяца-полтора, была очень неприятна для Москвы. И в итоге 21 октября мне позвонили из администрации Российской Федерации. Официально был телефон, кремлевский телефон, который зазвонил, скажем так, белый телефон, как его называли. Первым, да? Да, и сообщили, что меня ждут вечером на приеме у главы администрации, кремлевской администрации. Я решил подготовиться, одеть уже, так сказать, официальный костюм и 3/10. Только мы на машине отъехали от представительства, меня задержали, арестовали и посадили в тюрьму. То есть вас пригласил один из самых могущественных, можно сказать, людей в России, глава администрации. Да. И вы, выехав, были арестованы? Да. И надолго они? 9 месяцев я просидел в Бутырской тюрьме. Сколько? 9 месяцев просидел в Бутырской тюрьме. И никаких объяснений, ничего? Какие объяснения? Наоборот, все отказывались, мы не звонили, мы не следили, мы ничего, потому что до этого были, обычно это люди, которые со мной были, они замечали, говорят, за тобой следят. Я говорю, быть не может, глупости, я и так свободно. Ну хорошо, ну пусть следят, бог с ним, но посадить человека и не предъявить ему обвинения? Нет, обвинения были, что я носил оружие. Мне запихнули за пояс пистолет. Это было глупо, потому что все, кто со мной встречался в Чечне, прекрасно знали, что я принципиально не ношу оружие. Наоборот, в том числе и ОБСЕ, которая сделала протест, она обвинила Россию в том, что такого быть не может, потому что ОБСЕ всегда сотрудничала со мной, когда я был пресс-секретарем. Мы всегда контактировали неделю по 2 раза, по 3 раза, соответственно. И все журналисты, которые, когда услышали это обвинение, конечно, они смеялись, потому что... И чем закончилась эта история? Мне дали 3 года тюрьмы, соответственно, с отправкой на поселение, не поселение, а в тюрьму, соответственно, но подвели под амнистию, и амнистия была связана с 55-летием, по-моему, окончания войны. Под эту амнистию и дали 3 дня.
покинуть? Да, это было в пятницу, и мне сказали, в понедельник на меня обратно выпишут орден ареста. Я не стал дожидаться и покинул. И Зачем? вы улетели? В Уехали Турцию, да? чтобы уже дальше уже перебраться в Европу. У меня было, так сказать, благожелательное отношение двух стран, это Франции и Великобритании, которые курировали меня в тюрьме, то есть они следили за тем, что происходит в тюрьме. И, соответственно, я выбрал Францию и уехал в Париж. И во Франции вы продолжили свою работу Да. или занялись наукой? Нет, в первое время я все-таки, Масхадов вышел на связь и попросил все-таки продолжить и помочь ему. И я этим занимался до февраля 2002 года, потому что дальше я считал, дело в том, что до 11 сентября 2001 года у нас контакт был ежедневно, мы могли переписываться по интернету, я мог звонить, он звонил, любой момент мог позвонить. Но после 11 сентября было совершено покушение на Масхадова, когда он вышел. Это были известные события в Америке, произошли теракты в Нью-Йорке. Один за другим Масхадов, как только выходил связь, русские бросали десант, его окружали, и он, фактически его окружение его спасало. Первый раз, выходя из этого окружения, он потерял до 14 человек своих телохранителей. Второй раз он потерял и своего родного брата, который был с ним, и еще 7 человек. После этого мы решили, что он не должен пользоваться телефоном. И после 11 сентября Масхадов сам никогда не звонил никому. Никогда. От Масхадова мог позвонить кто-то, который находился от Масхадова далеко, уходил чтобы подальше. не вывели, да, Но сам Масхадов уже по телефону не общался. И это уже делало мне невозможным быть пресс-секретарем, сидя во Франции. То есть пока я отправлял ему свое пожелание, пока получал ответ проходило уже месяц-полтора. Это уже была деятельность в ущерб идеи. Вы сами отказались? Я попросил, я написал рапорт, он очень негативно к этому отнесся, прислал очень гневную кассету, аудиокассету, потом вторую, которую уже говорил, я понимаю, и 10-ю, и, наконец, 3-ю, он все-таки просил продолжить, но я считал, что это неправильно. Пресс-секретарь не должен сидеть несколько тысяч километров от своего президента. Я ему сказал, что лучше всего, если пресс-секретарь будет рядом с ним, кто-то, который рядом с ним, который будет вести... И в итоге с этого момента, с февраля 2002 года, я уже как такой политикой не занимаюсь вообще. И занимаюсь наукой. Я докторант. На сегодня я докторант Сорбонны, Париж 4 называется. Также с этого года, с 2010 года, я буду вести семинары по Кавказу. Северный Кавказ, Грузия, Азербайджан. Написал книгу уже и на французском, и недавно вышла на русском языке другая книга. То есть работаю, пытаюсь остаться. А семинары вы где? Там же, в Сорбонне будете? Сами семинары будут в Высшей школе социальных наук. Вы знаете, у меня тут возник вопрос по Франции. Вам дали 3 дня. Вот я просто упустил этот момент. Семья ваша где находилась? Она в Чечне находилась. А когда вы уезжали, вы семью забрали? Нет, я не мог себе это позволить, потому что я, мягко говоря, убегал. Правительство Франции воссоединило семью. То есть с помощью посольства Франции все-таки вам удалось их... И они сейчас с вами в Париже? Да. Очень хорошо. А книги, вот, о которых мы уже упоминали, больше не издавали на русском языке для массового, так скажем? Сейчас я издал книгу, но это более, скажем так, для узкого рода специалистов, то есть это по суфизму, это шейхи и зияраты Чечни называется, о религиозных деятелей, что они делали, как они проповедовали, какой пласт культуры они оставили в жизни чеченского народа. То есть я пытаюсь показать, что суфизм для чеченского народа был положительным, эмоциональным добавлением его общественного устройства. Это было как бы дополнением. Хотя сегодня, конечно, есть часть радикалистов, которые отрицают и требуют не касаться этой темы. Я как раз-таки доказываю, что совершенно обратно, я доказываю положительную сторону. На французском вышла у меня книга тоже по завоеванию Кавказа, Чечни. Это называется «Орел и волк».
Орел в том смысле это герб России, и волк это символ чеченцев. А книги ваши, они вообще где-то распространяются? Вообще попадают они в Чечню? Вы получали хоть отзывы о своих книгах? Или туда они не доходят? Доходят. Например, последнюю книгу оттуда в буквальном смысле изгнали, скажем так, не понравилось властям, ничего страшного. Первую книгу критиковали очень многие ученые. Но специалисты, да. Но мне нравилось то, что после этой же критики в своих статьях они всегда ссылаются на мою книгу. То есть президент Чеченской академии наук Гапуров, Шахруддин, например, он в своей статье критикует, вот Вачигаев там пытался, хотел, 30, и в дальнейшем на 6 страницах 24 раза цитирует меня. Да? 24 раза. Хоть бы 2 раза остановился, нет, 24 раза. То есть это говорит о том, что, может, их заставляют, может, им так... Ну, это как в Советском Союзе. То есть к этому нужно привыкать, и я уже привык, в общем-то, ничего страшного. Понравилось мне это. А сейчас вы работаете над чем? Да, сейчас я работаю, опять же, над северокавказской диаспорой, которая была в первый период эмиграции, это после революции. Это были люди, которые пытались образовать Кавказскую конфедерацию, которые посвятили свою жизнь этому, которые ушли из России, не согласившись остаться под игом большевизма. Это люди, которые были интеллектуальные, очень высокого уровня, образованные люди, которые получили образование в Санкт-Петербурге, в Москве, в Париже, в Тбилиси и так далее. То есть это люди, которым сегодня вправе гордиться народом Северного Кавказа. Они не вправе, они обязаны ими гордиться. Но другое дело, что сегодня они представлены как враги Советского Союза, большевиков, и у этих народов очень отрицательный, так скажем, имидж в отношении этих людей. Я пытаюсь это переломить. Я хочу показать этих людей как патриотов своих народов, в том числе чеченцев, ингушей, осетин, черкесов, адыгейцев, кабардинцев, то есть все народы, которые продолжали свою борьбу в Праге, в Варшаве, в Берлине и в Париже. И как скоро читатель может ознакомиться? Я думаю, что в этом году уже можно будет. То есть в 2010 году да, уже... О диаспоре это будет уже готово. И через интернет, и в печати Я думаю, что да. Она будет. Да. И вторая книга – это об участии легионеров Северокавказского легиона фашистской армии, немецкой армии. Дело в том, что российская пресса, российские историки очень много внимания уделяют этому факту, что вот они воевали против Советского Союза. Мне было интересно узнать, кто воевал и как воевал. В итоге, работая в архивах, мне удалось выяснить, что эти люди, в персональных архивах, в том числе этих людей, я выяснил, что эти люди абсолютно не воспринимали идеологию фашизма. Но это был единственный момент, когда они могли себе позволить вернуться на Кавказ. Они хотели воспользоваться, потому что они были все арестанты, они были в концлагерях. Это был шанс выжить и вернуться обратно на Кавказ. Сегодня за это упрекать этих людей, лично я считаю это неправильно. И второй момент, в России сегодня оголтелые историки, некоторые говорят, вот чеченцы все воевали против Советского Союза вместе с Германией, 30-е. Очень интересно получилось, потому что я нашел только 137 чеченцев, которые воевали в этом легионе. Извините, это при том, что было 1 миллион 226 тысяч русских, которые воевали под флагом Власова. Я не говорю о казачьих формированиях, которые воевали отдельно, понятно, я не говорю о других украинских. В любой нации можно легионы были везде, поэтому упрекать этим и делать это как бы упрек, ставить упрек этому целому народу, вот у вас там были, извините, у нас, получается, их было меньше всего. Но другое дело, что сегодня, не зная, что чеченцы могут дойти до этих архивных документов, нам все эти 10, 15, 30, 40, 50 лет, даже меня, когда я был студентом, нас упрекали. Вы подготовили белого коня, то он белый был, то он черный был, хотели подарить Гитлеру и 3-е, 10-е. И это при том, самое интересное и самое невероятное обычно для российского слушателя бывает, когда они узнают, что на территории Чечни
не ступила нога немецкой армии. Как могли чеченцы сотрудничать с немецкой армией, если сама армия еще не была на территории Чечни? Она остановилась на границе Чечни в Северной Осетии. То есть выселять целый народ по обвинению в массовом сотрудничестве уже, так сказать, было Мэрбек, вы извините преступлением. меня, может быть, вопрос будет такой. А кто-то из ваших родственников, там, ну, предков, это, конечно, я не буду говорить, вот подвергся этим репрессиям тогда? Мой дед, в общем-то, скрывался вплоть до 43-го года. Он только в 43-м году вернулся, чтобы умереть. За неделю до своей смерти, будучи уже тяжело больным, он вернулся. Я в архивах находил бумаги еще тогда, когда после советской власти, когда раскрыли архивы, я находил документы, как доносили о том, что вот мой дедушка вернулся, там, 3-10, срочно надо принять меры к нему. Но пока они принимали меру, он умер. И этим спасся, что его не арестовали. Он похоронили в 1943 году. Моя бабушка выехала с большой семьей, 9 детей, из которых обратно вернулось только 3. Все остальные умерли от голода, холода, от болезней в Казахстане во время ссылки. То есть в Чечне, Ингушетии нет ни одной семьи, которая не потеряла половину или больше половины членов семьи. Вы упоминали о том, что в 1991 году хотели поработать в тбилисских архивах. После этого вы не были в Грузии? Нет, я в первый раз в Тбилиси после этого, 19 лет спустя. Ну, тогда, наверное, у вас даже не было возможности город посмотреть, не то, что Нет, говорить. от того, что мне не давали архивы, я всю неделю билет был куплен сразу туда-обратно, и я неделю жил здесь, недалеко от Шатару-Ставелли, в маленьком квартале, я его не смог найти, я пытался зрительно вспомнить, где Сейчас это. уже, Да, да? вчера пытался вспомнить, но не смог найти. Это был двор, в котором жило, я не знаю, наверное, 20 людей, которые с утра до вечера так и не понимал тогда, они или дерутся, или смеются, потому что трудно было понять. Но это было, в моем понимании, это был настоящий грузинский двор, хотя в этом дворе жили, по-моему, больше всего армян. Но у меня всегда этот двор всегда оставался таким положительным моментом посещения Тбилиси. А как вам сейчас наш город? Он совершенно другой. Он, конечно, даже сравнивать, конечно, трудно. Уже заезжая в город, когда видишь нашу наподобие Эйфелевой башни, которая светится, первое впечатление, это что такое? Говорит, это у нас впервые, это потом у вас Эйфелева башня появилась, такая нарядная. И, конечно же, удивляет, при всем при том, что произошло в Грузии, при всем при том, что экономика была разрушена не сейчас, не в этой последней войне, я имею в виду чуть раньше, после развала Советского Союза, все-таки экономика была, все контакты были нарушены, и развал экономики, конечно, сказывался на Грузии. Я вижу везде строительные башни. Да, это показатель как раз-таки того, что город развивается, республика развивается. И это приятно. Спасибо за теплые слова о нашем городе. Мэрбек, вы живете за границей, у вас большие возможности получения информации. В российских СМИ прошла информация о том, что якобы ФСБ, МВД и так далее заявляют, что на территории Грузии под руководством иностранных, значит, специалистов готовятся какие-то бандформирования, которые потом забрасываются на Северный Кавказ в целях дестабилизации обстановки. Это правда? Ну, я читал, это Еделеев, это Шут Гороховый, который, к сожалению, очень часто делает такого рода заявления. Я бы даже не обращал внимания, когда такого рода заявления исходит из такой персоны, как Еделеев. Это бывший начальник УВД, временного УВД по Чеченской Республике в 2000 году, когда в тот момент он сделал с гордостью заявление: на территории Чечни мы расставили почти 500 000 мин. Нормальный человек это должен был скрывать. Этот дурак на весь мир начал кричать о том, что 500 000 мин было заложено на эту маленькую территорию. Против своего народа, что ли? Ну, они считают это субъектом России. Получается, что на своем субъекте они разложили 500 000 мин, которые сегодня взрываются и ранят, оставляют калеками чеченских детей, женщин, стариков, всех. Вот этот человек это сделал заявление.
о том, что хотят видеть Грузию врагом, я не думаю, что в России хотят, потому что я разговариваю очень много с людьми, общаюсь, в том числе по интернету. Конечно же, отношение к Грузии абсолютно не изменилось. Я считаю, в большинстве своем я речь иду. Люди с симпатией относятся. Все-таки в Советском Союзе имидж грузина был это человек, так сказать, нараспашку. Широкая душа. Да, широкая душа, он человек, который всегда улыбается и хочет сделать тебе добро. То есть это было как грузинское, когда говорили что-то, хотели показать хорошее. То есть и сегодня эти люди, такие как Иделеевы и ему подобные, они, конечно, пытаются изменить этот стереотип, они пытаются сделать его негативным, но даже сегодня, которые в Москве выступлениях, там, когда пишут письма, 30, ты видишь, что люди остаются симпатиями. Вот это главная победа, я считаю. Вот это главное оружие, которым надо пользоваться и Грузии, и грузинскому народу. Да, а не смотреть на этих Иделеевых. Они сегодня есть, а завтра этого Иделеева никто и не вспомнит. Он уйдет в отставку. Через год у него заканчивается, ему будет 57 или 58 лет. По сроку старости он уйдет. И после этого мы с вами, даже если вдруг встретимся, вы вспомните, вот вы говорили про него, как его фамилия, я не вспомню про него, потому что это ноль. В самом начале передачи упомянули о Первом Кавказском канале. Это русскоязычный канал, который работает, так скажем, на весь мир. Как вы считаете вообще, как специалист, как ученый, такой вот канал нужен? Сказать нужен, это значит просто, так сказать, это получается, я вот у вас сижу, я у вас сижу и хочу вам сделать. Я считаю, что этот канал должен был быть уже давным-давно. Я считаю, что очень жалко, что сегодня потеряно много времени, но я считаю, что слава Богу, что сегодня решились и сделали этот канал. Главное не просто даже его создать, я уже начал его смотреть и вижу, мне очень приятно. Слава Богу, что он русский, на русском языке. Грузинских каналов все-таки спутниковых, кабельных уже были. Но я до приезда в Тбилиси, занимаясь исключительно по своей теме, друг попросил своих знакомых грузин дать мне все статьи, которые связаны по Северному Кавказу. Они мне дали. И что я получаю? Я вижу грузинский алфавит, грузинские буквы. И, то есть, порядка 200 работ написано по Северному Кавказу за последние 10 лет, для меня недоступны, потому что они ограничены грузинским языком. Как мне знать, что писали? Как мне контактировать со своими коллегами? Как нам понимать друг друга, если мы не будем говорить на каком-то языке, который друг друга мы понимаем? Сегодня для Северокавказа английский, увы, он еще не очень доступен. Да. Поэтому, если говорят на русском, то, соответственно, это позволит и Грузии, и грузинскому народу говорить со всем миром, имеется в виду русскоязычным миром, и в первую очередь северокавказцам. Я считаю, что этот канал первым делом должен, и сегодня он таковым и является, этот канал должен быть в голове у человека. То есть он должен понимать, что этот канал – это диалог. Диалог с человеком, который, может, даже не любит Грузию. Может, этот человек ненавидит даже Грузию, но с этим человеком надо поговорить и понять, а что случилось? В чем проблема? Почему твой негативный образ связан с Грузией? Что стало причиной, побудительным моментом, который у тебя изменило, и ты считаешь, что что-то с Грузией не так? То есть, когда человек начинает говорить, он уже освобождается от своего гнева. Этот человек уже начинает, дискутируя, он начинает сближаться. Они друг друга понимают, они находят общий язык. С Северным Кавказом, я думаю, как раз-таки меньше всего, наверное, проблем, потому что и чеченцы, и ингуши, и дагестанцы – это люди, для которых Грузия всегда была центром. Проблема в том, что за период Советского Союза этот центр искусственно пытались поменять. Например, мои профессора в университете, они были все выпускники Тбилисского университета. Они закончили Тбилисский университет, они гордились этим. Они после этого даже не посещали Тбилиси, но всегда говорили с теплотой о Тбилиси, об университете, о своих коллегах. Для Северного Кавказа Грузия это было своего рода центром. Все-таки Кавказская губерния до этого, которая существовала почти 100 лет. Для нас Тифлис был все-таки центром. Все вопросы решались в Тифлисе, а не в Москве. И Россия попыталась это поменять. Она сделала Ростов. Ростов и Северный Кавказ, мягко говоря, какое отношение имеет Ростов? Ничего общего. И сегодня как раз-таки ваш канал, я думаю, может стать этим центром. Сначала виртуальным, сначала в голове,
который потом придет осознание того, что центр все-таки Кавказа – это Тбилиси, а не Москва, Кремль, Белый дом. Спасибо, спасибо. Я, вы знаете, польщен даже такими теплыми словами об этом канале. И в заключение, Майрбек, у меня еще такой вопрос. Вы живете с семьей в Париже. Это центр Европы, так скажем, и прочее. А какие-нибудь связи, вот общение, кроме книг, которые вы пишете, у вас есть с Чечней? Все-таки тоска по родине, так называемая ностальгия. Нет, в любом случае, конечно, есть. Это невозможно променять ни на Париж, ни на что, абсолютно. Я весь Париж не променял бы на маленькую улицу своего села, потому что для меня это роднее. Родовое кладбище в моем селе, конечно, для меня куда больше значит, чем Эйфелева башня и Лувр вместе взятые. Конечно, это остается, тем более для кавказца, где бы он ни жил. Куда бы он ни ехал, не потому что чеченец или кто-то другой, любой кавказец, он всегда остается. Вот для него почему-то это горы, мы сейчас приехали, и вчера не могли нарадоваться, нас повезли в Мцхета, и ощущение, что ты попал домой, что ты видишь эти горы, которые я не видел уже 10 лет. Все говорит, а вот рядом с Черкешенко, она говорит, они похожи, как у нас в Черкесии. Я говорю, нет, они похожи, как у нас в Ведено. Это наши горы, они ближе. То есть это все одинаково. И, конечно, скучаем, конечно. Но общение сегодня через интернет, через телефон позволяет поговорить с родными, не более, но о том, чтобы посетить, пока у меня в мыслях пока нету. Ну что ж, спасибо вам большое. Я просто хотел бы пожелать вам, вашей семье блага, здоровья и, самое главное, скорейшего возвращения на родину. Поэтому, по-моему, это самое главное. Какой бы там ни окружал комфорт даже ваших детей, но они мечтают о том, что когда-то вернутся домой. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам и удачи. До следующей встречи, дорогие друзья. Здоровья вам и благополучия.